15 июля средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,43 сомони к $1. Курс сомони к рубля составил 0,17 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,43 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,43,16 до 10,40 сомони, 1 евро от 10,43,89 до 10,50 сомони, 1 российский рубль от 0,1710 до 0,1730 сомони. Цена на золото в пятницу утром стабилизировалась вблизи 1700-1710 долларов за тройскую унцию после падения в четверг на 1,7%, что произошло на фоне волатильности рынков. Мировые же цены на нефть в пятницу утром поднимаются примерно на 1%. Рынки продолжают оценивать перспективы вокруг политики Федеральной резервной системы США по учетной ставке, что может отразиться на ожиданиях относительно экономики и спроса. Нефть марки Brent росла до $101 за баррель, марки ВТИ до $96,42 за баррель. Министр экономического развития и торговли Таджикистана Завки Завкизода заявил, что республика располагает достаточными материальными запасами, чтобы успешно преодолеть нынешний кризис. Нехватка товаров и продукции у нас не существует и не должно быть какого-либо беспокойства по этому поводу, сказал министр на пресс-конференции в Душанбе. Он не уточнил, какие именно товары и продукции и в каких объемах содержатся в государственных материальных резервуарах. Министр лишь отметил, что таджикский народ не в первый раз сталкивается с кризисом. Такое преодолевали неоднократно, и это тоже успешно преодолеем. После глобального финансово-экономического кризиса 2008 года такие явления носят регулярный характер, сказал он. Банк России планирует легализовать в стране исламский банкинг через механизм организации партнерского финансирования. Пока эксперимент, предполагающий отсутствие в услугах судного процента и работу на основе принципов партнерского инвестирования, предлагается ввести в нескольких регионах, передает «Известия». Общий объем рынка исламского банкинга в мире в 2020 году составлял 1,7 триллиона долларов. Причем ожидается, что к 2024 году он может увеличиться до 3,4 триллионов долларов. Всего же сейчас по правилам ислама работают 520 банков в 72 странах. Что интересно, лидерами в этой индустрии являются не арабские страны, а Малайзия, где активы исламских банков составляют 520 миллиардов долларов. В России инструменты исламского банкинга пытались внедрить с конца 2000-х годов. В 2014 году председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла о необходимости проработать вопрос легализации финансирования по шариатским принципам для желающих. Тем не менее, серьезные подвижки в этом направлении происходят только сейчас. Пробные шары будут запущены в нескольких регионах, предварительно это в Чечне, Дагестане, Татарстане и Башкирии. Казахстан в 2023 году ожидает дефицит природного газа. Об этом на расширенном заседании правительства сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что газовая отрасль играет ключевую роль в экономическом и социальном благополучии Казахстана. Переориентацию газа с экспортной на внутренний рынок президент назвал вынужденным шагом, который ведет к потере валютной выручки и ухудшению торгового баланса. Он поручил правительству проработать фискальные преференции для новых проектов по добыче газа и четко распределить функции между соответствующими национальными компаниями. В июне председатель правления национальной компании «Казахгаз» Санджар Жаркешев заявил, что дефицит газа в Казахстане прогнозируется с 2024 года. Министр финансов США разрешила проводить сделки с Россией в сфере поставок удобрений, продовольствия, пассивных материалов, лекарств, медицинского оборудования. Соответствующий документ опубликован в четверг, 14 июля, на сайте ведомства. В документе подчеркивается, что из-под санкций выведены все транзакции, связанные с производством, изготовлением, продажей или транспортировкой сельскохозяйственных товаров, сельскохозяйственного оборудования, лекарств, изделий медицинского назначения и комплектующих
комплектующих к ним или обновление программного обеспечения для медицинских устройств, профилактикой, диагностикой или лечением COVID-19 или текущими клиническими испытаниями и другими медицинскими исследованиями. Кроме того, американский Минфин снял санкции с дочернего предприятия Альфа-банка в Казахстане и временно разрешил операции с бывшей немецкой дочкой «Газпрома» «Газпром Германия». Транзакции Security Energy for Europe, так называется, теперь взятая под контроль правительства Германии, «Газпром Германия», разрешается до 16 декабря.